Всем привет! Привет, вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Вторник — прекрасный день сразу по нескольким причинам. Во-первых, за понедельник все уже поняли, что завтра вторник, поэтому и тему дней недели можно смело закрывать. Ну и еще, плюс ко всему, именно во вторник выходит наша программа, а значит, и мы готовы хорошенечко поработать. Сегодня вас по традиции ждет много интересного, забавного, а местами даже познавательного контента, а также общение с интересными гостями у нас в студии. Ну так давайте же начинать. И мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. А я рад вам представить нашего сегодняшнего гостя. Это шеф-повар Денис Баканов. Через что лежит путь к сердцу женщины? Через плов. К чему нельзя прикасаться? К острому. Что нужно сделать, чтобы проснуться в хорошем настроении? Заснуть вовремя. Денис Баканов – настоящий кулинарный профессионал, который начал готовить с юных лет. На его счету множество открытых заведений в Москве, а теперь он приехал развивать ресторанный бизнес в Минске. Конек Дениса – создание новых и необычных блюд. Привет, очень рада тебя видеть сегодня Привет, в нашей Денис. студии. Да, мы подготовились к интервью и, между прочим, выяснили, что ты, оказывается, начал готовить еще во 2 классе. Верно, очень давно. Как тебя подпустили к плите? Родители Я- не доглядели? В плите я подошел сам, смотря на свою маму, как готовит она торты, разнообразные пирожные. Вот, иногда она нас баловала в детстве. И я подумал, что почему бы мне тоже не приготовить, когда не было никого дома. Вот, с того момента я и начал готовить. Сначала были пироги, пирожки, потом чебуреки. Ну и потом уже самое сложное — это яичница и картофельное пюре. Как можно было начать с пирогов? Это же надо там муку найти, яйца, вода. Там вот это вот в пирогах я не очень секу. Уже в детстве я понял, что такое растяжка. То есть сначала делать что-то сложное, а потом что-то простое автоматически дается. И пироги — это было первое, что я начал делать, потому что мне нравилась работа с тестом. Я брал муку, воду, яйца, дрожжи, не имея рецепта, замешивал туда ингредиенты какие-то, сахар добавлял. И просто выпекал его в виде разных фигурок. Может быть, там машинок, либо там еще чего-нибудь. Просто пироги были. Потом начали начинку туда уже добавлять. Вот, То есть у тебя в детстве не было пластилина, да? Ты находил альтернативы, как мог. Да, не был пластилин. А ты, ел нормально? Вот первый свой пирог. Первый пирог ты делал, да? Или Да. ты не помнишь, что Я был? помню. Пирог именно, да? Да. Это было изделие из теста, похоже на полицейский автомобиль. Я раскрашивал его маркером. О. То есть сначала я сделал форму, а потом да. Звездочку на двери нарисовал. А ел или И нет? съел, да. И с маркером? Да, с тоже? маркером. Нормас? Ну, сидит перед нами. Хороший человек, Нормально. значит, все получилось, Также все щас, нормально. собственно, могу еще приготовить для гостей. Они Тортики с сидят. маркерами. Да. А расскажи, пожалуйста, ты из Москвы приехал, насколько там ресторанный бизнес отличается от нашего? Я-то примерно понимаю, но вот телезрителям расскажи. Там очень просто все делать, потому что огромные возможности. Огромные возможности в плане продуктов, и к этому все привыкли. Вот. В других регионах возможности тоже есть, но они не раскрыты до конца, так как хотелось бы местным людям, потому что это сделать очень сложно. Коммуникация вообще выстраивается по-разному между продавцом и покупателем. Поэтому в Москве хотят продать, а тут больше, даже я бы так сказал, в Москве хотят требовать и получать, и продавец обязан в большой конкуренции давать. А тут я столкнулся с тем, что огромное количество крутых продуктов, но их нужно добывать практически, то есть добывать, вытаскивать. Есть деньги, хочешь купить, Да. но нет возможности найти Именно. какой-то редкий ингредиент, да? Хорошо, а каких продуктов тебе не хватает? Вот какие ингредиенты? Здесь давайте я начну с того, что хватает. Давай. Это Сейчас гораздо- начнется хлеб, мука, мясо, вода. воды вот столько. Меня, вы знаете, все пугали, когда я сюда ехал, что тут очень сложно с продуктами и вообще с блюдами доставать что-то. На самом деле это не так. Сразу хочу вас успокоить, что тут все прекрасно. Тут прекрасное мясо, прекрасная свинина, Мы говядина. видим, тут все нормально. Да, это правда. Но- Великолепнейшая свинина, обалденная просто молочка, которая продается в обычных магазинах по небольшой цене. А что прямо у нас в конкретном таком дефиците? Вот то, что ты, например, вот заказываешь откуда-то из-за рубежа или из той же России, из Москвы. Как ни странно, это овощи, которые регулярно продаются в других странах, просто в магазине или в любом масс-марте. Огурец, помидор, что? Ну, огурец. То есть, допустим, В если смысле? мы хотим взять крутые огурцы, нам необходимо заказать бакинские черные или бакинские белые, да? Просто вопрос. Как отличается крутой огурец от обычного огурца? Ну, Я первое- просто не знала этих градаций. Первый Он огурец 100 стоит. 30 Я буду рублей. к огурцам относиться с А? претензией. Стоит дороже, чем говядина, это раз. Вкуснее, чем настоящий огурец, это 2. И найти его сложно, это 3. Ну, собственно, 3 отличия. Его сложно найти, легко потерять. И невозможно забыть. Да. Все это про черный бакинский огурец.
Эфир шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International продолжается, и сегодня у нас в гостях шеф-повар Денис Баканов. Денис, у нас к тебе такой вопрос. Расскажи, как много времени проходит от идеи нового ресторана до ее воплощения? Хороший вопрос. Все Спасибо. зависит от масштаба. Если мы берем маленький проект, да, то это одно время. Если мы берем большой проект, то это вообще абсолютно другое время. Потому что тут работает большая команда, а тут работает маленькая команда. И маленькую команду организовать проще. Поэтому я могу рассказать про рекорды. Допустим, если открывать маленькие рестораны, да, я открывал свои ресторанчики маленькие, то у меня уходило на это порядка... рекорд был 30 дней с момента сроки. 30 дней? Да. Это невозможно. У меня 30 дней приходит, знаешь, на осознание того, что мне нужно приготовить шарлотку, подойти к этому морально, как-то подготовиться, купить продукты, и на 30-й день я, может быть, что-нибудь приготовлю. А ты открываешь ресторан за 30 дней. 30 дней, да. Прям полностью от идей просто. Вот. У тебя Да. появилась идея открыть, и ты за 30 дней и все документы, помещение, меню, персонал, да? Да, именно. Прям Получается, 30 дней интенсивной работы без выходных. Ты заходишь в помещение, которое уже имеет возможность вместить в себя ресторан. Там есть кухня, или помещение под кухню, вентиляция какая-то минимальная. Если сделал с нуля, конечно, дольше. А так вообще в среднем рестораны такие до 10 миллионов долларов, они в среднем открываются за 2, наверное, месяца. 2 месяца. Хорошо, а вот если, скажи мне, ты на что больше опираешься? На идею кухни, либо на какую-то концептуальную идею того, как должно выглядеть заведение само по себе, когда открываешь что-то новое? Очень важно, чтобы мнение руководителя либо инвестора сходилось с мнением шеф-повара во многих местах. Это было бы хорошо. Потому что ресторан должен строиться с кухни. То есть кухню построили, а потом все остальное. Как делают все, собственно, другие рестораторы, да и я сам, в том числе, тоже иногда бываю таким человеком. Вот, сначала получают помещение, а потом делают, все деньги вваливают на дизайн, все деньги вваливают на диваны, на телевизоры, там, на все остальное, на красивую барную стойку, на камни, на освещение и так далее. Все. И потом, что остается А на кухне стоит газовый баллон и 2 горелки, да, и тазик для оливье. короче. Просто такая выемка в полу, и там как бы костер. Готовьте. Что интересно, гости не будут приходить из-за красивых диванов, они будут приходить из-за За кухни. вкусной еды. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, ты вот как повар, какая тебе кухня больше по душе? Какой страны? Знаете, я люблю блюда больше, на самом деле. И почему-то больше блюд, которых я люблю, в азиатской, русской и кавказской кухне. Даже кавказскую я поставил бы на первое место. Мы сейчас говорим о том, какую Именно какой пищу ты ты любишь готовить. готовишь. Вот именно сейчас Да. как готовить. Поэтому- И люблю и готовлю. То есть у меня есть... То есть у тебя совпадает та кухня, которую тебе нравится потреблять, и ее же и готовить. Да. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях шеф-повар Денис Баканов. Денис, у нас для всех гостей мы готовим небольшие задания, и для тебя подготовили, все равно ты отказаться не можешь, ты готов? Ну, тебе некуда деваться, ты готов. Значит, да. Я хочу сейчас провернуть один трюк, который был очень моден на видеороликах, когда снимали свадьбы в 90-х. Я сейчас щелкну так пальцем, и у тебя на глазах появится повязка. Итак, я щелкаю пальцем. А теперь с помощью моего щелчка еду в студию Насти в руки. Все, Денис, магия закончилась. Алексей, это вы волшебник. Как это вообще вышло? У меня тарелка в руках, Денис, не поверишь. Ты, конечно, глаза Школа закрыты. маяка Копянов. Денис, ты не смущайся, все хорошо. Сзади тебя стоит 2 накачанных полуголых мужчины, но мы будем давать тебе пробовать еду. Здесь на каждой шпажке по 3 ингредиента. Ты должен постараться отгадать все 3. Все просто. Давайте. Едим Давайте их попробуем. одновременно, стараемся. Хватай. Все. Так, сверху, да? Да. Все 3 пробуем. Итак, жуем, пытаемся распробовать. У тебя есть прививки от дифтерии? Знаете, что самое интересное, непонятно, что там было. Вообще все 3 непонятные ингредиента. Ну давай попробуем разобраться. Можешь предположить В что-нибудь? принципе, кроме одного, они достаточно распространенные. Ну да, пожалуй. Простой и безвкусный практически. Итак, Это, 3 ингредиента вы знаете, называем. они куплены в Беларуси Ну да. Да. и похоже ни на что. Вкуса нет вообще. Вообще нет вкуса. Вкуса Это ноль. как? Консистенция похожа на огурец, на грушу, на... Нет, вообще безвкусно достаточно.
Итак, давай разбираться с тем, что там было. Ну, в принципе, с грушей Шпагу что-то понюхаю. более-менее похожее. Это был персик. Я думаю, ты перепутала это. Второе была колбаса и, собственно И говоря, кошачья нога. Все. и маленькая маринованная кукурузка это была. Вот так вот. Ну ничего, давай справляться со следующим. Протяни руку, и я тебе вручу очередную шпажку. Так, разбираемся с этой шпажкой. Нюхать нельзя, да? Нет, можешь нюхать, можешь делать все, что хочешь, только глаза не открывай. Давай, поехали. По запаху пока непонятно, да? Ну что, По пробуем все запаху три. чуть-чуть понятно, но уверен, что могу ошибиться. Ладно, пробуем. Так. Так. Слушай, людям, в принципе... Смотри, счастье на его лице. Я вижу по эмоциям. Фу. Что у нас там? Переваренное перепелиное яйцо. Так, переварено. Это важный момент от шеф-повара. Да, по-моему, моцарелла была. Пока с яйцом только угадали перепелиным. И какой-то фрукт. Какой такой? Что-то типа незрелого, может быть, киви. У нас все переваренное и незрелое. Какой-то ужас. Итак, это было перепелиное яйцо, абсолютно верно. Мозырская айва, да? О, незрелая манго это было. И третий ингредиент, который мы не угадали, это помидорчик черри. Так, ладно, у нас есть еще немножечко. Тебе придется немножко помучиться. Давай мне шпажку, просто протяни руку, да. Туда же можешь протягивать руку. Вручаю тебе новые ингредиенты. Пробуем. По запаху можно было определить, нет? Мгм. Уже что-то, да? Так, и варианты твои. Какой-то сыр с плесенью и оливка и что-то еще. Не могу понять, что. Слушай, ну Так, это было самое подожди. ближе всего к правде, на самом деле. Все равно. Ладно, Ну, вскрываем, нас да? скрываемся, Короче, это маслина, а не оливка. Оливка, ну, Ну, близенько, рядышком. Маслина, молодой пармезан и инжир. Инжир это был. Ну и финальные 3 ингредиента. Вот это это- мучение скоро закончится. это Сейчас будет прямо- самое сложное. Давай Это мне шпажку. вишенки с А торта. давай мне прям шпажку. самые элитные, вот, что у Да. нас есть. Это финалочка. Я вижу твое выражение лица, Я нужно так люблю немножечко вкусно потерпеть. поесть. Это Сейчас веселое что-то пошло шоу. не по плану. Итак, наши последние ингредиенты, поехали. Ладно. Примерно, Ох, как примерно на скривился. твоей шпажке Кошмар. где-то висело 7 копеек. Только что. Уже сейчас можно Ну, это предполагать. зачем? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Итак, что же это было? Денис, верни себе зрение. Сними эту повязку, пожалуйста. Просто так удобнее разговаривать, когда есть. Я хотела домучить человека до конца. Так, хорошо. Привет, ребята. Что это были за ингредиенты в нашей последней шпажке? После шпажки я никак не могу попробовать тут кровяную колбасу. Я думаю, что это что-то такое. Я не могу понять. Какая-то колбасная история Может была. быть, Ливерная, колбасная, что-то. какая-то она, в такая. принципе, по цене, возможно, схожа, но продавалась как варенка. Колбаса вареная, Варенка- обыкновенная. ничего Варенка особенного. элитная, королевская. Слушай, ну я считаю, что человек, между прочим, победил в нашем конкурсе, потому что задача была не угадать все ингредиенты, а Ну, просто а выжить съесть. в конце. Просто Ну да. выжить и остаться в хорошем настроении. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях шеф-повар Денис Баканов. Денис, у нас для тебя есть еще одно небольшое задание. Это вопросы, но в необычном формате. У тебя на ответ будет не больше 10 секунд. Я даже не спрашиваю, готов ли ты. Я знаю, что ты готов. После колбасы ты подкрепился, зарядился энергией. Особенно после колбасы. Ну хорошо, тогда поехали. Наш блиц, отвечаем максимально быстро. Сколько вопросов? Вопросов миллион. Пока не устанешь. Итак, поехали. Кем ты мечтал стать в детстве? Мотогонщиком. Если бы не стал поваром, ну, чем бы занимался сейчас? Музыка или мотоспорт. Главный совет начинающим кулинарам. Найди крутого наставника. Какая черта характера главная для повара? Честность перед самим собой. Кино, театр или книга? Кино, театр И книга. Хороший выбор, одобряю. Лучший способ расслабиться. Прославиться? Расслабиться. Прославиться. Хорошо, а лучший способ прославиться? Ну, собственно, расслабиться. И делать то, что нравится. Да. Спасибо тебе большое за Отлично ответы. справился, все четенько. Денис, каждый наш гость готовит какой-нибудь подарок для наших телезрителей. Ты буквально подошел к этому вопросу и что-то приготовил. И что это будет? Это будет торт
мусс из белого шоколада с маракуйей и свежими ягодами. Давайте-ка взглянем на него. Давайте посмотрим. Вау. Выглядит великолепно. Быстро рассказывай, как телезрители могут это получить, потому что иначе я это быстро съем. Давай. Очень вкусно. Выглядит очень аппетитно, и кому-то из наших телезрителей колоссально повезет, кто его выиграет. А чтобы его выиграть, вам нужно подписаться на Инстаграм Дениса, на Инстаграм нашего шоу. Когда вы увидите пост с изображением этого тортика и нас троих, вам под этим постом нужно будет оставить один комментарий от одного человека, и мы в скором времени случайным образом определим победителя. Денис, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Было интересно пообщаться, узнать секретики закулисной кухонной жизни. Хотя бы посмотреть на торт. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас в гостях музыканты группы «Акута» Роман Джигарев и Виктория Лютыч. Чему так долго присматривается человек, прежде чем купить? Жене, может, ой. Очень редкое имя. Вениамин. Охарактеризуй одним словом свою бывшую. Да норм. Самое красивое растение. Кактус. Роман Жигарев и Виктория Лютыч, музыканты группы «Акута», одного из самых популярных у публики отечественных коллективов последнего десятилетия. Недавно у ребят вышел 5-й альбом, который удивил своим звучанием многих поклонников группы. Ребят, привет. Рады вас видеть в нашей студии. И сразу же к первому вопросу. Где делся ваш вокалист Стас Мытник? Он уехал в Болгарию и пропал. Его украли цыгане? Я подозреваю, что он где-то сейчас на яхте в океане уже плавает. На связь выходит, планирует вернуться. Но он аккуратненько так. Там был полчаса назад, знаешь. Такого рода проверки. Ну хорошо. Ребята, у вас не так давно вышел новый альбом. Это уже 5-й альбом. И ваши поклонники отметили, что он несколько отличается от всех предыдущих. С чем это связано? Во-первых, мы использовали очень много электронных звуков. И, в принципе, все звучание, оно все же осталось в стиле рок, но оно немножко уже, как бы, мне кажется, много больше со временем. И мы экспериментировали, не боялись критики в свой адрес, поэтому, в общем, он не похож на все остальное, потому что все сделалось не так, как было раньше, не по той привычной схеме. Почему ты заговорила о критике? Как приняли поклонники? Они говорили, это уже не те Акуты, мы так не хотим и так Так они далее. каждый раз так говорят. Самое главное, что никто не остался равнодушным. То есть, поэтому либо очень понравилось, либо очень не понравилось, но все посчитали нужным высказать свое мнение, сказать, что... Важно было, чтобы не было ровно, знаешь, чтобы было, как бы, чтобы были Резонанс. полярные мнения. Да, если бы это был просто постняк, ну, было бы, конечно, Ну, типа- не то, чего мы хотели. Слушайте, а как происходит этот момент, когда вы придумываете новое звучание для альбома? Это как-то естественно приходит? Либо вы садитесь все вместе, обсуждаете, спорите, я хочу электронные звуки, я хочу больше барабанов, например, или что-нибудь еще? Да, довольно медленный процесс, на самом деле. Есть какие-то небольшие наработочки, вот что-то приходит, и из них потом вырастает песня, а то и несколько песен. Например, иногда из импровизации может там вполне получиться и 2, и 3 песни, то есть из одного какого-то кусочка. А что по поводу концертной деятельности, когда ваши фанаты могут посмотреть на вас вживую? Вот в Минске, например, 23 ноября у нас ближайший сольник. Ой, подожди, 23-го? Да, 23 ноября. Да, 23 ноября, да. В корпусе. Приходите. В общем, будем продолжать там экспериментировать. Какие-то есть небольшие задумки того, чего раньше не было. Поэтому, в общем, будем, как говорится, удивлять. А за пределами РБ где-нибудь катаетесь, выступаете? Да, группа дает порядка 50 концертов в год. Мы проезжаем Беларусь, Украину, не знаю, все ближайшие страны, в принципе. Самое далеко куда есть? В Праге были. В Прагу, да, наверное, да. да. Очень классно там было, кстати, хорошо. Нас приняли. Пришли люди на концерт, накормили, напоили нас. В общем, мы там отлично провели время, мы бы еще вернулись. На концерт пришел Ксенс из Могилева. Ничего себе! Серьезно? В общем, Он это там чувак- в первых рядах. Да, Юра. В общем, это... Юра представился? Ну, мы знакомы не просто. просто. Дело в том, что я как-то гулял и зашел в костел в Могилеве и, собственно, попросил, чтобы ко мне пригласили товарища Ксенза. Товарищ Ксенз выходит и говорит: слушай, у меня есть в плейлисте твои треки.
Мы так мило побеседовали, а потом он зачем-то вдруг оказался на концерте в Праге. А вы можете себе сказать, что вы более группа, которая получает удовольствие от концертной деятельности, или разработка нового альбома, вот этот творческий процесс вас больше привлекает? Я концерты люблю намного больше, потому что какие-то репетиции, это все сидишь, что-то там колупаешься, там правильно, неправильно учишь, запоминаешь. Скука. А вот концерт — это классно, это потому что люди, особенно прикольно бывают места, где новые люди, например, концерты на улице, где проходят мимо там бабушки какие-то, дети, которые, может быть, вообще ни разу в жизни своей не слышали вот этой живой музыки, и они так... И вот у меня прям задача их привлечь, чтобы они не уходили как-то. Слушай, ну такое явление, как девушка за барабанами, оно в принципе привлекает к себе внимание. Ты как к этому пришла? Ну, я просто не думала о том, надо мне это, не надо. Мне захотелось, я попробовала, поняла, что, видимо, мое. Не зря у меня там лет в 11 еще включился такой вот прям пунктик. И, в общем, ни разу пока не пожалела. С какого возраста ты начала? Начала где-то лет в 15. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях музыканты группы «Акуты» Роман Жигарев и Виктория Лютыч. Ребята, расскажите, пожалуйста, я вот знаю, что на создании одного из альбомов вы занимались сбором средств с помощью краудфандинга. Сложно, да, фраза такая? Ну, нормально. Краудфандинг. И могу 3 раза повторять, она мне легко далась. Ты потренировался, ты 100 раз за кадром это произнес. Теперь стоит, хвастается здесь. Все прошло успешно. Насколько это вообще эффективный метод сбора средств? Это классный метод сбора средств, это хороший метод посмотреть, какая на самом деле у тебя аудитория. Для нас мы должны были сделать все возможное, чтобы привлечь людей, чтобы показать им, что вот мы стоим того, чтобы нам помочь. Очень много людей помогали из Беларуси, из Украины, из России. А как финансировался новый альбом? Новый альбом был записан дома, Своими самостоятельно, силами. поэтому это особый такой интересный факт, что он стоил нам 0 рублей. А это та история, когда родные стены помогают, или это та история, когда вы абсолютно... Та история, когда в телефоне есть диктофон. Мне лень дома работать, я не хочу, дома есть холодильник. И принтер, типа, да, обложка. Да. Вот это та история, когда мы собрали студию собственную, и, собственно, на ней и записали сами себя. Набрали вот этих упаковок для яиц, да, типа звукоизоляция. Да, точно. Гараж у деда Ковров старый, да, вот навешали на потолок. Хорошо, а к 50-летию группы «Песняры» вы делали кавер на песню «Олеся, Олеся, Олеся». Как вы вообще относитесь к кавер-бэндам и к эту опыту? Кавербенду рознь, но лучше, конечно, играть Что свою это за музыку. взгляд? А кто-то играет. Он хочет сказать, что я играю в кавербенде. Да, я играю в Но кавербенде. там очень такой спешл кавербэнд. Это кавербенд на группу Rage Against the Machine. Ого! Поэтому, то На есть, конкретную это, группу? это не It's My Life. И там То есть тебе не грозят новогодние корпораты? вообще нет. А как же Хотел батарейку помочь сыграли? тебе с вот это вот всё? рекламой. В общем, это просто так, как бы, знаешь, есть свободное время, можно что-то поиграть. Нет, это, чтобы конечно, вообще может развитие. просто так, но это звучит очень круто, очень круто. Вот, поэтому это не тот кавербенд, который мы все представляем. В настоящее время, конечно, очень ценю группы, которые играют свою музыку, авторскую, и пробивают это. Потому что намного проще играть чужие песни, зарабатывать этим. А вот свое делать душой, на все это тратить деньги, силы, время и пробиваться, и достигать чего-то, это прям круто. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях музыканты группы «Акуты», Роман Жигарев и Виктория Лютыч. Мы всем нашим гостям готовим небольшие задания, и для вас тоже подготовили. В принципе, вы же готовы поучаствовать? Всегда. У вас нет другого выбора, Да. правильно. Наша программа, наши правила. Короче, в чем суть следующей игры? Будут звучать мелодии, и они будут в обратной инверсии, короче, задом наперед. Все, вы должны угадать исполнителя и название. Все просто как бумага из березы. Мы всегда так слушаем, да. Ворон. Да, я Ну, давайте тогда еще пробовать. и сверху вниз слушаю. Давайте. Сверху вниз. Ладно, наша первая композиция. Я знаю. Ну Это и что на заре. это? Абсолютно верно, это на заре группа Альянс. «Альянс». Слушаем ответ. Рома красавчик Что-то просто. такое вот. Я шарю за этот весь инди-рок. Давай, спасай, Рома. Инди-рок. Хорошо, давайте слушать следующий трек. Может, это тоже будет инди-рок.
А я уже услышал. Ну что зарубежное. Албанский вариант группы «Руки вверх». Такой. И ты мимо, и ты мимо. Да, русская что ли? Да. Это типа там что-то «Ничего не говори», вот это? Ничего не Не? говори, и что дальше? А я не знаю. Может, это ты Вике только что сказал, ничего не говори. Может. А нет. А группа какая? Да какая-то группа из 90-х. Там что-то «Ничего не говори». А давай я тебе подскажу. Есть вот поп-музыка, а есть... Рок-музыка. Да, есть материк, а есть маленький. А, остров? И группа называется... Поп-остров. Остров. Давайте слушать. Третий сезон. О, я говорил. Говорил, молодец. Рок-острова. А, я... Рок-острова называется. Я тогда еще не родилась. Слушай, Рок-острова. Слушаем трек номер 3. Мне кажется, оно не перемотано, это нормально. Нормальный трек? О, я недавно даже был в Украине на концерте этих ребят. Я узнал. Ты не подсказывай, все же следят за твоим инстаграмом. А я его не вел Ну, последний месяц. Ну-ка. и По что? голосу на бумбокс похоже. А что за песня, я понятия не имею. А по давай музыке назови на что любую. похоже? На Cradle По of музыке Filth. похоже на Турцию. Песню, не знаю песню. Ну, Ну, в принципе, это там у него- почему я на ней так сдвинут? Вот это. А, вот. да? Но я не знаю, как она называется. Да. Давай слушать Слушай. ответ. Откуда мы все это знаем? Ой, как можно было не звать песню «Белая обои»? Это песня Белые обои. для Ага. всех женщин, которые выдают в школе мел и ключи для раздевалок. Вахтером называется. Самый строгий женщина в Да, школе. точно. Следующий трек. А, ну это Акута, конечно. Уверены? Знаешь, как трек называется, или вы тоже не в курсе? Не, я их забула. Не узнал, посмотри, Рома не Стас узнал поет. трек. Это, Что ребята, это? Слаженный Песня. коллектив. Бьется, Группу- там твое сердце. какое-то. Оно? Наверное. Так как трек называется? Сердце? Ну, мы, наоборот, их редко играем. Просто если только какие-то особые мероприятия. их просят, Задом да, наперед очень заранее. редко. Вы думаете, ваш последний ответ сердце? Или, может быть, печень, селезенка? Возможно. Если Если наоборот, что-то из да. этого еще осталось. Ну, давайте послушаем, сердце это или не сердце. Да. Все, ура, молодцы! Последний трек справились, угадали, Блин. все остальные тоже молодцы. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях артисты, музыканты группы «Акут» Роман Жигарев и Виктория Лютыч. Ребят, есть для вас серия вопросов, но чуть-чуть в необычном формате. Вы должны будете отвечать максимум 10 секунд на ответ у вас есть. Ром, самое главное достижение группы «Акут». Ой, его еще нету. Мы это расценим как процесс. Мы хотим, чтобы это все было бесконечный процесс. Вика, у тебя есть кумир? Кумир, ой, много их очень. Ну, самый прям number one. Number one, Джон Мэйр. Здорово. Так, хорошо, Рома, Тима Белорусских или Макс Корж? Ну, как бы никто из них, но скажем, что Макс Корж. Хорошо. Вика, Алла Пугачева, София Ротару или Елена Воробей? Ну, наверное, Кто это? походу Елена Воробей. Она хоть где-то чуть-чуть. Это из аншлага. Я знаю. Девчонка. Девчонка. Хорошо. Это был сложный выбор очень. Рома, самый лучший способ отдохнуть? Концертик сыграть. Нормальный отдых. Мгм. За вечер желательно 2, как мы любим. У нас периодически бывает пару концертов за вечер, причем в разных частях страны. Рома, самый лучший город на Земле? Могилев. О, отличный ответ. Минск. Как- Спасибо большое за ваши ответы и за это интервью. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, и сейчас Рома своей рукой закрывает новый альбомчик, 5-й, который находится у вас в руках. Да, наш 5-й альбом очень оригинально называется «5». И мы хотим В его честь чего? задарить. Он просто так получилось, что он
5-й. Хорошо. Но так как тут вот видите еще буквочка Ви, то мы говорим, что это вот значит в честь нашей Виктории еще названо. О, это мило. Мне нравится этот вариант. Ребят, сейчас я расскажу, как нашим телезрителям заполучить этот диск кому-то одному. Для этого вам нужно подписаться на инстаграм группы Акуте, на инстаграм шоу Подъем. Когда вы увидите пост с нашими изображениями, где в кадре ребята и мы с Настей, вам под этим постом нужно будет оставить один комментарий от одного человека, и мы в скором времени случайным образом определим победителя. Все просто, не тормозите. Ребят, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было круто пообщаться. Спасибо вам. Ждем вас Успехов еще в обязательно. творчестве, цветите, лобайте, зарабатывайте Спасибо. и балдейте. Приходите на концерт. Обязательно. Удивительно, насколько точные даты сохранились в истории некоторых событий. Ну вот, например, какие? А ты знала, что ровно 201 год назад, в 1818 году, 8 октября, в бою были использованы впервые боксерские перчатки? Конечно, знала. Или я по твоему сценарию не читаю. Логично, тогда давай посмотрим нашу постоянную рубрику ТОП-5, из которой мы узнаем, что... 5 интересных фактов про бокс. Я читаю сценарий. Отрабатываешь хлеб, молодец. Вы смотрите рубрику «Топ-5», и сегодня мы расскажем 5 интересных фактов о боксе. Французский боксер Жан Бо выступал в сомнительных заведениях Парижа в конце 19 века. Тем не менее, множество людей знают, как он выглядел. Дело в том, что именно Жан Бо позировал Агюсту Родену при работе над знаменитой статуей «Мыслитель». Самый высокий спортсмен в истории профессионального бокса – румын Гоге Миту. Его рост составлял 2 метра 23 сантиметра. Для примера, это на 11 сантиметров больше, чем рост Николая Валуева. К сожалению, на профессиональном ринге Миту провел всего 3 боя, скончавшись от простуды в 26 лет. Некоторые боксеры впоследствии становились киноактерами, но есть и противоположный случай. Микки Рурк, уже будучи кинозвездой, решил выйти на профессиональный ринг. Правда, боксом он занимался с юных лет. В качестве боксера-профессионала Рурк с 91 по 94 год провел 8 боев. Их итог – 6 побед и 2 ничьи. Боксом увлекался и великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его знакомый, князь Вяземский, вспоминал: в 1827 году Пушкин учил меня боксировать, и я очень приучился к этому виду упражнений. Также Александр Сергеевич был первым в России, кто начал выписывать учебники по боксу из Англии. В 2000 году легендарный Майк Тайсон проводил бой с Джулиусом Фрэнсисом, соперником заведомо более низкого уровня. По словам самого Тайсона, помочь его противнику мог бы только снайпер, засевший в задних рядах. Видимо, так считал и Фрэнсис, и воспользовался ситуацией очень оригинально. Он разместил рекламу на подошвах своей обуви, и зрители видели ее в те моменты, когда от ударов Тайсона Джулиус падал на ринг. Вы смотрели шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодняшний день проходит в отличном настроении. Я верю, к вечеру у вас оно будет только подниматься. И не забудьте, что уже завтра вас ждет очередной эфир нашей программы. Всего хорошего. Пока-пока. Пока!